Здравствуйте, дорогие ребята, с вами снова ваша учительница Талжан. И на этом видео мы с вами продолжим рассмотреть нах осашак. Итак, это будет уже отрицательная форма, потому что утвердительную и вопросительную мы с вами уже рассматривали. Отрицательная форма имеет, скажем так, сложную формулу, поэтому будьте внимательны. Для начала, как всегда, рассмотрим утвердительную форму. Я сейчас играю в футбол, будет по-казахски мен футбол ойнап жатырмын. Всегда есть второстепенный глагол жатыр. Теперь, чтобы из этого образовать отрицательное, мы делаем вот так. Мен футбол ойнап жат. И добавляем сюда исмше, по-казахски это называется, қан. То есть получается мен футбол ойнап жатқан. После этого жок. Жок это нет по-русски. Потом к слову жок добавляем личное окончание пн. И получается мен футбол ойнап жатқан жоқпын. Очень длинное предложение получилось. Такая сложная формула. Переходим ко второму лицу. Точно эту же формулу сохраняем. Единственное у нас меняется местоимение и окончание. Теперь посмотрим, что получилось. Сен футбол ойнап жатқан жоқ. Теперь окончание сын, второе лицо. Сен футбол ойнап жатқан жоқсың. Переходим на вторую вежливую форму. Сіз футбол ойнап жатқан жоқсыз. Получается, вы не играете в футбол. И, наконец, третье лицо. Он не играет в футбол. Ол футбол ойнап жатқан жоқ. Здесь нет личного окончания, потому что в третьем лице мы не имеем личного окончания. И на этом все. Завершили третье лицо. То есть между утвердительным и отрицательным получается какая разница? Меняется второстепенный глагол от жатыр к жатқан. И добавляется еще слово жок. И после этого только личное окончание. Ну, на этом завершили урок. Надеюсь, всем все было понятно. До новых встреч.